Одно из самых актуальных тем на сегодняшний день обсуждаем в программе интервью. Это подготовка к школе, вопросы образования. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Елена Иванова, депутат Горсовета Стерлитамака, представляющая партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Елена Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Вот вы только что буквально вернулись из Москвы, где прошла международная школа завтрашнего дня. Расскажите, что это за мероприятие, какие вопросы обсуждали? Да, это педагогическая конференция на базе международной школы завтрашнего дня. Масса было обсуждений, в том числе, знаете, такие новые веяния в части образования, это цифровизация и даже использование искусственного интеллекта в процессе образования. Вы депутат Горсовета Стерлитамака, поэтому вопросы, наверное, по образованию там близки вам именно в этом городе. Расскажите, как Стерлитамак готов к учебному году? Да, полноценно готов. Я думаю, что и всегда мы смотрим, насколько материально-техническая база оснащена и готова ко встрече с детьми и с родителями. На сегодняшний день мы рады, что 5 школ вновь отремонтированы и приглашают своих учеников в свои стены, да, и, конечно, это всегда вызывает восторг, это всегда очень приятные эмоции, ученики идут в школы, 1-я, 2-я, 16-я, 17-й, 1-й лицей, открывают свои обновленные двери к началу учебного года. Я правильно понимаю, что это в этих учебных заведениях был капитальный ремонт? Да, все верно, все верно. Больше того, некоторые школы, одна из тех перечисленных мной, была по графику строительства закончена несколько раньше, уже в 4-й четверти прошедшего учебного года объявили о старте своей работы, и это тоже было очень позитивно и воспринято родителями и детками. Елена Анатольевна, какие вопросы вы бы отметили наиболее актуальными? Наверное, хочется с позитивных вещей начинать. Действительно, как сфера образования непрерывно улучшается, развивается. И мы действительно видим, насколько цифровизация растет. И федеральными программами оснащаются школы города Стерлитамак. Это была федеральная программа, по которой было перечислено около 6 миллионов рублей на оснащение кабинетов, школ интерактивными панелями, видеокамерами, ноутбуками, компьютерами. И, конечно, детки придут, и, в общем-то, это все позитивно всегда воспринимается. И политическое, такое патриотическое, вернее, воспитание, когда мы своих детей, в общем-то, в рамках страны, наследия, нашей культуры воспитываем, прививаем любовь к стране, к родине. И на этот счет тоже в Стерлитамаке прошли серьезные изменения. Федеральный проект «Все лучшее к детям» — это 5,5 миллионов рублей. И оборудованы кабинеты по защите, кабинеты труда. Я знаю, что тоже оборудованы именно с целью патриотического такого воспитания. Какие предложения выдвигала «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» именно касательно 1 сентября? Да, мои коллеги инициировали выходной день 1 сентября, потому что его на самом деле совсем скоро. И мы видим, насколько всегда позитивно он воспринимается. Это праздник для всей семьи, для учащихся, для педагогов, для родителей, для бабушек, для дедушек. Я думаю, что было бы уместным объявить этот выходной день 1 числа для того, чтобы полноценно семья могла побыть, в общем-то, в кругу, да, в своем. Да, не все законодательные инициативы такое закрепление получают, но с этой инициативой мы действительно выступали. Как предлагаете решить кадровый вопрос? Для Стерлитамака актуален ли он именно в образовании? Именно педагоги охотно ли идут молодые специалисты? Да. Перед этим эфиром я имела возможность с Ильшатом Мансафовичем поговорить. Это руководитель отдела образования в городе Стерлитамак. И что он пояснил, что большого дефицита в кадрах в Стерлитамаке нет. Но проблема существует в целом по республике, особенно в регионе. Действительно, профессия дефицитная, и наблюдается не только отсутствие педагогов, но еще и потеря престижа, наверное, этой профессии. Здесь отдельно, в общем-то, хотелось на эту тему, наверное, порассуждать, потому что действительно существует огромная нагрузка, внеурочная нагрузка, отчетности, Google таблицы, электронные какие-то документы, которые кроме образовательного процесса педагогам приходится исполнять. И, конечно, хочется им больше времени дать для творчества, больше свободы для общения с детьми,
больше вот своей энергии, наверное, вкладывать в педагогический процесс. И это тоже существует такая трудность. Ну и кроме, конечно, педагоги иногда подвергаются некоторому хейту со стороны, может быть, и учеников. То есть я считаю, что это неприемлемо, когда ученик может поднять телефон, камеру телефона, провоцируя педагога, снимать, вести какую-то съемку, выкладывать в соцсети. И, в общем-то, это тоже ведет к некому выгоранию или профессиональному такому неудовлетворению, наверное, тем, чем педагог занимается. И, конечно, это тоже такая проблема. И это, наверное, необходимость организовать диалог между родителями, которые, естественно, всегда на защите прав, интересов своего ребенка, и педагогом или руководителем школы. То есть не допускать в социальных сетях этого давления со стороны родителей, что, на мой взгляд, действительно и облегчит работу педагога в образовательном процессе, ну и, наверное, сделает более позитивным этот процесс, да, и будет профилактировать профессиональное выгорание наших учителей. Елена Анатольевна, вот вы не первый раз говорите о том, что авторитет учителей, да, может быть, вот сейчас, к сожалению, веяние времени, приходится это констатировать, немного уменьшается. Как думаете, как можно поменять эту тенденцию? Да, я уверена в своем мнении. Это только позиция родителей в диалоге с детьми. И когда ребенок оправдывает свои оценки, возможно, низкие, или какие-то замечания, да, со стороны педагога, здесь позиция родителей должна быть однозначна, должна быть объективная, на мой взгляд. И, может быть, даже сформулирована в части обратной связи после диалога с педагогом. Да, когда эта обратная связь станет корректной, когда, в общем-то, на одной стороне с педагогом станет родитель, тогда намного проще, на мой взгляд, будет и взаимодействие между учениками и педагогическим составом. Елена Анатольевна, если говорить о подготовке к школе, может быть, были организованы какие-то акции, какие-то подготовительные мероприятия? Подготовительными. Я знаю, что мои коллеги в партии «Справедливая Россия» инициировали много инициатив. Это были такие решения, как финансовая поддержка семей, в том числе и многодетных, например, как приоритетное право в выборе школы и закрепление за образовательным учреждением, так и законодательная инициатива по финансовой поддержке семей. Причем это достаточно серьезные суммы, которые могли бы семьей быть направлены на подготовку ребенка к школе, от 20 до 40 тысяч. Да, еще раз повторюсь, не все инициативы, конечно, имеют законодательное подкрепление, но, тем не менее, коллеги, постоянно мы работаем над тем, чтобы улучшать эту сферу и, наверное, упростить процесс подготовки и действительно сделать 1 сентября праздником радостным, чтобы с удовольствием родители и дети шли на учебу. Расскажите, у вас наверняка ведется прием граждан. Какие вопросы обсуждаете? Какие вопросы поднимаете? Крайне редко, на самом деле, образовательного процесса касаются вопросы в рамках моего избирательного округа. Чаще это дороги, это благоустройство среды. Что касается образования, на мой взгляд, в Стерлитамаке, в том округе, в котором я имею полномочия комментировать, очень достойное образовательное учреждение, одна из самых крупных школ в городе. И, в общем-то, вопросов у родителей не возникает. Школа точно готова к началу учебного года. И думаю, что позитивно наши родители тоже настроены на обучение. Ну и впереди наверняка ожидается и осенняя сессия, и наверняка и съезд будет у партии, у регионального отделения партии для того, чтобы определить задачи, которые нужно решить на предстоящие 4 месяца. Вот какой план мероприятий? Но вновь хочется поднять этот вопрос, проблематику, вернее, кадровую, такого дефицита, да, в педагогической сфере. Кроме того, что уже сейчас в Стерлитамаке, кстати, это уникальный на самом деле опыт, кроме служебного жилья, которое представляется педагогом в городе в нашем, существует сейчас еще и коммерческий найм для специалистов, которые нуждаются в жилье. И на самом деле это в республике только в Стерлитамаке. И я думаю, что этот позитивный опыт нужно внедрять, масштабировать в рамках республики и закрывать эти вопросы. По статистике 73%, вот у меня подготовлены данные, в первые 2 года специалисты молодые оставляют профессию. И это, конечно, тоже в рамках нашего сегодняшнего диалога и про престиж профессии, но и про низкую заработную плату.
И если в республике она 53 с небольшим тысяч рублей, то в Стерлитамаке это 52, там, 580. То есть, конечно, я, как и мои коллеги, как представители партии «Справедливая Россия», будем говорить о повышении заработной платы, чтобы педагогу не приходилось брать 1,5 или 2 ставки, классное руководство, факультативы, какие-то кружки, для того, чтобы просто достойную себе компенсацию своего труда исполнить. В хорошей профессиональной нагрузке достойной заработной платы, которая позволит человеку, этому педагогу в этой профессии быть счастливым, получать удовольствие и учить наших детей. Елена Анатольевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как Стерлитамак готовится ко Дню знаний, как «Справедливая Россия» и «Патриоты за правду» готовятся встретить также 1 сентября. Мы желаем вам успехов. Я надеюсь, что мы не раз еще увидимся. Спасибо. Спасибо. Мне сегодня хочется пожелать нашим детям и родителям наших детей, да, конечно, терпения в образовании и прекрасных отметок, хорошего настроения и отличной учебы. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.